Сегодня мы находимся в штабе «Татар» со специальным гостем Ринатом Фахридинов. Ринат, салям. Алейкум салям. Скажите, что вам больше всего понравилось в штабе «Татар»? Ну, что молодежь, соблюдающая, машаллах, собралась. Вот это самое важное на самом деле было. И с каждым разом, когда мы собираемся, больше видим ребят, которые читают намаз и так далее. Для нас вот это, главный посыл на самом деле был вот это, что такой не национальный, такой религиозный дух поднять чуть-чуть у татар. А что вы можете посоветовать молодым ребятам, которые только-только начинают погружаться в эту тему и хотят вот это тоже начать? Ну, держать, например, пост. Что вы можете посоветовать им? Ну, изучать. Вот у нас абы есть, имам наш пришел, он преподает, у него есть уроки, ходить на уроки, изучать. Сейчас на самом деле такой век, что Телеграм, Инстаграм, любые соцсети можно зайти, там у всех есть уроки, можно даже не выходя из дома набираться знаний. Раньше, к сожалению, чтобы знания собирать, нужно было куда-то ехать, а сейчас можно, лежа на диване, включил там рилс или какое-нибудь видео, можно слушать и отдыхать, и параллельно знания получать. Супер, отличный ответ. А что вы, например, можете сказать вот нашим зрителям, какое-то, может, пожелание передать на этот год, ну и на следующий? Ну, если в плане спорта, это, я всегда говорил, в принципе, и в жизни это соответствует, это 1% таланта, 99% труда. Хоть и в спорте, хоть и в жизни, хоть и в учебе, это самая такая важная, на самом деле. Вот 1% таланта, 99% труда. Барсана Бигзур, салям. Сейчас мы находимся в штабе «Татар», и со мной здесь Марсель. Марсель, салям. Да, салям. Скажи, вообще, чем ты занимаешься и что тебя сегодня сюда привело? Я занимаюсь строительством каркасных домов. Увидел вас как раз-таки у Рената Фахридинова, вот, и решил прийти. Достаточно теплая, вообще классная атмосфера. Здесь мне очень понравилось, что так много татар, и все вместе, сплоченные, добрые. Какая-то такая душевная атмосфера. А что тебе больше всего понравилось? Ну, как раз-таки, что есть доброта, сплоченность и как раз-таки молодежь, много молодых ребят здесь и религиозные, то есть это очень классно, круто. Скажи, а ты увлекаешься спортом? Да, занимаюсь. А чем занимаешься? Ну, я хожу в качалку так для себя, там, раз 5 в неделю, вот так где-то в среднем. Скажи, а не бывает такого вечером, например, ты вот после качалки возвращаешься домой и думаешь, да ну нафиг бросить все это, уже задолбался? Накачался. Не, мне кажется, невозможно никогда накачаться. А ты вот для тебя спорт это как? Это как образ жизни больше или как хобби, какое-то отвлечение от бытовых дел? Ну, это образ жизни, это безусловно образ жизни. Ну и при этом это является тоже хобби, я кайфую, я получаю удовольствие от этого, от того, что я занимаюсь спортом, мне это нравится. Ну, а что можешь пожелать нашим подписчикам нашего телеграм-канала и ютуба? Занимайтесь собой, занимайтесь спортом, не забывайте про Всевышнего и будьте смиренными. Вот. Делайте больше добрых и хороших дел. Вот. Несите только пользу в этот мир. Салям, как тебя зовут? Алейкум ассалам, меня зовут Узенов Алан. Очень приятно, что пригласили сюда. Очень приятное, красивое место. А вас как зовут? Расул. Расул, Алан, приятно познакомиться. Скажите, что вас больше всего зацепило в этот вечер? Очень красивым было само место, где все проходит, данное здание, квартиры, и, конечно же, люди, которые тут были. Очень культурные, воспитанные. Атмосфера. Атмосфера, коротко и ясно. Хорошо, скажите, вы занимаетесь спортом? Да, потихоньку. Да. Скажите, а у вас бывало такое, то, что вот прям хочется бросить все? Вот после какого-нибудь вечера, после какого-то пропущенного удара, вы такие думаете, да что, да ну это все? Знаете, вот такие моменты, разумеется, были у всех, но в такой момент очень важно иметь не мотивацию, а дисциплину, чтобы, несмотря ни на какие слабости и падения, встать и продолжать двигаться дальше. Хорошо. Такого не было. Скажите, какой ваш, например, человек, на которого вы опираетесь, на которого вы все время смотрите, думаете, вот я хочу быть таким же, как он? Мой отец. Отец. А как вам сегодняшний год, Ринат Фахридинов? Честно, очень, на удивление, был приятным, добрым, простым человеком, хотя, казалось бы, топовый боец UFC, который был претендентом на титул, но, как мы увидели, очень приятный, добрый человек. Открытый, добрый человек, как будто во дворе посидел, пообщался с кем-то. Вообще рядом сидеть страшно с ним? Ни в коем случае, как будто действительно приехал дядя и вот вместе спокойно сидите, чай пить. Искандер, скажи, что тебя сегодня сюда привело? Сегодня меня сюда привела встреча с Хазратом. Друзья скинули, получается, анонс. Сказали, еще будет, получается, боец UFC.
И сказали приходить. Я такой, ну все, делаем, газ. Скажи, сегодня был также вот специальный гость Ренат Фахридинов, боец, национальный герой Республики Татарстан, настоящий батыр. Скажи, что тебе больше всего в нем понравилось и вообще как он тебя зацепил? Мне больше всего понравилось в нем спокойствие и то, что он даже, несмотря на то, что такой известный человек, никак не выделяется среди всех. Такой же обычный человек. Сидит со всеми, кушает, со всеми общается. Нет такого, что он там как звезда себя ведет. Вот. Хорошо, а из речи Хазрата, например, что понравилось, что запомнилось? Сегодня в лекции именно были, получается, самые-самые основы азы ислама. И я считаю, что для большинства это было именно самое полезное в этих лекциях. Скажи, а ты вот еще поднималась тема Рамадана, скоро начнется пост. Скажи, ты сам его держишь? Да, конечно, держу. Что ты можешь пожелать ребятам, которые хотят его только начать держать и вообще только начинают в этой теме двигаться? В первую очередь хочу сказать, что научно доказано, что пост хорошо влияет на пищеварение организма. Многие вот братья говорят, то, что у них были там, например, камушки, эти камушки пропадают после поста, желудок очищается и так далее. Но в первую очередь надо, конечно же, ставить цель и намерение, что ты это делаешь там не для очищения живота и так далее, а именно ради Всевышнего. Исламия, скажи, что тебя сегодня сюда привело? Изначально я пришла снимать контент, вот. Но так-то каждую неделю хочется приходить, когда есть время, просто чтобы ощутить эту теплую атмосферу. Получилось снять контент? В процессе. В процессе все. Работаем. Окей, хорошо. Скажи, у нас сегодня был специальный гость Ренат Фахридинов, боец, национальный герой Татарстана. Скажи, что тебе больше всего в нем понравилось? И вообще, у тебя какая отдача от него пошла? Во-первых, это, конечно, лекция вот, с Хазратом и с Ренатом Фахрудиновым. И второе, то, что он не забывает свои корни. И вообще в целом, вот даже в конце в вопросе, в интервью с ним, он дал очень ценные советы для молодежи. Это очень классно. Скажи, какая больше всего фраза тебе понравилась в его речи? То, что он здесь для того, чтобы привить молодежи любовь к религии и к своей национальности. Рафиль, скажи, что тебя сегодня сюда привело? Хотел узнать, какая будет сегодня проповедь, так как сегодняшний вечер посвящен месяцу Рамадан, который совсем уже близок. Аскендер, скажи, пожалуйста, что тебя сегодня привело в этот вечер? Ренат, мой друг. Ренат, а что он тебе сказал, что такого, чтобы ты такой, да, я туда иду, 100%? Просто позвал за компанию. Я не отказался. Тебе понравилось сегодня? Да, очень понравилось. Скажи, а что больше всего тебе понравилось? Атмосфера мероприятия. Вкусно было очень. Скажи, а у нас сегодня был специальный гость, боец, настоящий батыр, Ренат Фахридинов. Вообще, ты следишь за боями, там, за бойцами? Как? Ну, иногда слежу, иногда нет. А спортом занимаешься? Да, занимаюсь. А чем занимаешься? Единоборствами. Одно время занимался, футболом занимался. А сейчас простой физической активностью, чтобы поддерживать форму. Супер. Скажи, а ты как человек, который увлечен спортом, что ты можешь сказать о Ренате, например, с психологической точки зрения или смотря его бои? В первую очередь, он правильный человек, я хочу сказать, очень дисциплинированный. Это можем сказать по его результатам, которые мы видим. Ну и все. Скажи, что ты можешь пожелать нашим подписчикам, нашим ребятам, которые интересуются, которые только-только хотят прийти в штаб Татар. Пожелаю всем побольше друзей, приходите их, заводите их тут, общайтесь больше, ведь общение, оно приятное. Все, биг зур салям всем.